Всем добрый день, коллеги. Рад приветствовать вас на клиентском этапе команды Реестр. Сегодня в программе у нас основной область программы, так скажем, реестр держателей ЦФА и API-сервисы по нему. И если останется время, мы затронем личный кабинет управляющей компании и в конце проведем сессию вопросов и ответов. Основная программа у нас – это реализованный процесс ведения реестра держателей цифровых финансовых активов. Основная роль проекта и центрального депозитария – это обеспечить централизованный учет выпусков и держателей ЦФА, прозрачность операций и автоматизированное взаимодействие участников рынка с центральным депозитарием. Сразу хотел бы оговориться, центральный депозитарий не является первичным источником сведений о сделках, совершенных на платформе. Источником являются операторы платформ, которые передают сведения о выпусках, транзакциях, держателях и их балансов в центральный депозитарий. И в свою очередь депозитарий использует эти сведения для формирования и ведения системы реестров держателей ЦФА. То есть, если кратко, операторы платформ, источники сведений, центральный депозитарий, формирование и ведение централизованного реестра. Немного хотелось бы поговорить о базовом активе. ЦФА – это у нас в первую очередь обеспеченный цифровой актив, то есть за ним всегда есть какой-то базовый актив. Законодательством и нормативными требованиями предусмотрен широкий перечень имущества, который может выступать базовым активом ЦФА. Это и финансовые инструменты, и имущественные права и требования, товары, иное имущество, за исключением денег. Так как имеется такой базовый актив, то на рынке предусмотрена отдельная роль, а именно организации по хранению базового актива. Она отвечает за его наличие, сохранность, достоверность и актуальность учета этого базового актива. И как раз-таки центральный депозитарий осуществляет деятельность организации по хранению базового актива, именно цифрового финансового актива, в случае, когда базовым активом являются финансовые инструменты, состоящие на учете центрального депозитария. Поэтому до выпуска ЦФА базовый актив должен быть принят на учет и обособлен от иных операций. Давайте предметно рассмотрим как раз-таки такой кейс. В нашем примере токенизироваться будут доли товарищества. Для того, чтобы это осуществить, мы авторизуемся под товариществом, чьи доли будут токенизироваться. Для того, чтобы токенизировать доли, для этого товарищество дает согласие, подавая тем самым соответствующее обращение в личном кабинете эмитента в отдельном разделе «Доли ТО для ЦФА». Это необходимо для того, чтобы заблокировать параллельные операции по долям, так как они будут задействованы в эмиссии ЦФА. Для этого создаем приказ, поручение на допуск долей ТО ЦФА, заполняем соответствующую форму. Для данной формы обязательно приложить документ. В нашем случае это протокол решения общего собрания участников товарищества, то есть тем самым, что они подтверждают и дают свое согласие на токенизацию долей. Подтверждаем запрос, подписываем его ЭЦП. Здесь это объявление поступает на проверку нашим операционистам, которые проверяют вложенный документ и само обращение. Сейчас мы на своей стороне подтвердим от лица операциониста. Так, мы подтвердили.
Да, и статус, как мы видим, исполнен. Можем скачать отчет об исполнении. Далее ТО переводит свои доли на лицевой счет эмитента ЦФА обычным переводом, где уже дальше вступает в процесс непосредственно сам эмитент ЦФА. Для этого авторизуемся в личном кабинете эмитента, именно эмитента ЦФА. Для операций по цифровым финансовым активам мы реализовали отдельный личный кабинет ЦФА. Да, забыл упомянуть. Перед тем, как эмитент будет осуществлять операции именно по ЦФА, он должен установить деловые отношения с центральным депозитарием и подключиться к соответствующей услуге. То есть переходит подключение к услугам и подключается к услуге по ведению реестров держателей цифровых финансовых активов. Выбирает определенную роль, в нашем случае это эмитент цифровых финансовых активов, и подключается к услуге. Так как у нас уже, да, здесь мы подключились к этой услуге, выходит поэтому такая ошибка, но после того, как он выбирает услугу, этот запрос падает нашим операционистам, которые проверяют и согласовывают на своей стороне. И после того, как все подтвердится операционистами, получит соответствующее уведомление в личном кабинете и уже может пользоваться личным кабинетом ЦФА. Так, мы сейчас авторизовались, да, как эмитент ЦФА. Доли ТО уже были переведены на наш счет. Для этого мы осуществляем перевод с раздела «Основной» на раздел «Базовый актив». То есть именно то количество базового актива, которое будет задействовано в предстоящем выпуске. Количество мы переведем 400 тысяч. Оператором обязательно указать надо оператора платформы. И номер оператора платформы в реестре Нацбанка, но это не обязательное поле. Для перевода блок прикрепленных документов является необязательным, поэтому можем продолжить. Подписываем наш приказ ЭЦП. Да, не требует подтверждения операционистом, так как перевод осуществляется в рамках одного счета, просто между разделами. Да, приказ исполнен. То есть тем самым мы подтверждаем... Да, можем скачать и отчет об исполнении. Тем самым, переведя доли на раздел «Базовый актив», мы подтверждаем, что соответствующее количество долей зарезервировано под выпуск ЦФА и не будет одновременно использоваться в иных операциях. Теперь оператор платформы может передать в центральный депозитарий сведения о выпуске цифровых финансовых активов. Сейчас, секунду. Да, для этого нам надо авторизоваться от оператора платформы для того, чтобы подключиться к услугам и получить доступ к API.
Мы авторизовались как оператор платформы, подключаемся к услуге оператора платформы цифровых активов. Можем выбрать также оператор торговой платформы в зависимости от вашей роли. Далее подключаемся к услуге. Да, наш запрос был отправлен нашим операционистам. Далее мы можем теперь подключиться к API. Для оператора платформы обязательно подключиться к API реестра держателей ЦФА для того, чтобы получить уникальный клиент ID, клиент secret, который они могут использовать уже в своих интеграциях. Общий принцип работы. Да, дальше уже все взаимодействие с оператором платформ у нас происходит через API, не через интерфейс программы. То есть дальше я покажу вам именно вот техническую часть взаимодействия оператора платформы с центральным депозитарием. Передача использования API выполняется в два этапа. На первом этапе оператор формирует JSON-запрос, который выглядит примерно так, направляет его методом POST. Центральный депозитарий преобразует JSON в XML-документ по установленной XSD-схеме. На втором этапе оператор подписывает полученный XML своей ЦП и передает подписанный документ уже методом PUT. Только после этого запрос проходит технический контроль, бизнес-проверки и уже регистрируется в нашей системе. Ну вот JSON используется как удобная модель для формирования документов, то есть такой удобный инструмент для операторов, так как с JSON работать легче, они просто передают нам JSON, и мы для них формируем XML. Ранее продемонстрировал, как мы перевели 400 тысяч долей ТО. Соответственно, мы передаем первичную эмиссию с типом MSSNF, указываем эмитента, дату эмиссии, идентификатор токена, который определяется самим оператором, наименование токена, количество объявленных токенов, адрес кошелька эмитента, адрес смарт-контракта и текстовое описание. Также у нас очень важный именно блок базового актива. У нас есть типы базовых активов согласно утвержденному перечню, то есть это финансовые инструменты и прочее имущество, товары и так далее. В данном случае у нас финансовый инструмент, доля ТО, поэтому тип будет SEC-RGT. Информация о документе, дата документа, кто владелец базового актива, наименование владельца, кто является организацией по хранению базовых активов, в данном случае это центральный депозитарий. Так как у нас токенизируется доля ТО, то мы обязательно должны указывать в этом случае эмитента этих долей и его ISIN. Количество базового актива у нас было 400 тысяч, выпускается 400 тысяч токенов, то есть соотношение у нас будет 1 к 1. Номинальная стоимость у нас тенге, а единица измерения у нас единица. Давайте попробуем отправить запрос. Да, секунду.
Да, вот XML сгенерировался. Далее уже регистрируем его методом put. Для этого авторизуемся как оператор. У нас зашитые проверки, то есть проверяется количество базового актива должно быть на разделе базовый актив. То есть если мы попробуем отправить количество больше, чем у нас фактически находится на базовом активе, то мы получим соответствующую ошибку. Да, как вы видите, количество ценных бумаг в разделе базовый актив должно соответствовать указанному количеству базового актива. Поэтому меняем наш запрос. Да, запрос принят успешно, то есть все, эмиссия зарегистрирована в нашей системе. Дальше мы уже можем работать с реестром. Также у нас есть два инструмента для, допустим, если эмитенту необходимо увеличить объем выпуска, оператор направляет сообщение UPD CFA. Сейчас я вам продемонстрирую. С таким типом. То есть здесь указывается идентификатор токена, код платформы, количество объявленных токенов, новое количество объявленных токенов, прирост количества токенов и новое количество базового актива. Также здесь система проверяет, что выпуск уже есть в нашей системе. Новые значения превышают ранее зарегистрированные. Прирост соответствует фактической разнице, а объем базового актива достаточен для дополнительной эмиссии. Тут также тоже два этапа: генерация XML и его регистрация. Дополнительно у нас есть инструмент по сжиганию токенов с request type PRN CFA. Также указывается код платформы, идентификатор токена, новое количество токенов и количество сжигаемых токенов по определенному кошельку. Давайте теперь перейдем непосредственно к генерации уже держателя, передачи данных от держателя. Для этого подготовим наш JSON. Так, у нас было выпущено 400 тысяч токенов. Первый держатель у нас будет приобретать 150 тысяч токенов. У нас здесь указывается обязательно, так как центральный депозитарий отражает сделки с ЦФА исключительно на основании сведений оператора платформ, мы используем отдельный API, и оператор передает идентификатор выпуска, уникальный UUID транзакции, ее порядковый номер в своей системе, данные отправителя, это идентификатор, наименование, код страны, номер кошелька в системе оператора, новое количество на балансе держателей после совершения транзакции, дату документа, номер телефона, электронный адрес и физический адрес. Для чего мы используем UUID? Это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность и порядок операций по выпуску, так как мы также дополнительно проводим сверку с оператором, так как нам важно отображать точные данные в нашем реестре. Начальная эмиссия у нас регистрируется с секвенсом 0, это порядок операции 0.
Далее сообщения должны поступать последовательно, то есть 1, 2, 3 и так далее. Если после второй операции сразу поступило пятое, оно помещается в статус pending, то есть в ожидании, и будет автоматически обработано после регистрации третьей и четвертой операции, но при условии, что все корректно было передано в этих транзакциях. Регистрируем, да, первую транзакцию. У нас должен быть уникальный идентификатор самой транзакции и порядковый номер 1. Попробуем сейчас отправить. Регистрируем наши XML-сообщения. Получаем успешный ответ. Данные об изменении баланса успешно зарегистрированы. Последний зарегистрированный порядок операции у нас 1. Так, в базе я вижу фактическое изменение держателей. Давайте попробуем зарегистрировать операцию с порядковым номером, допустим, 5. И посмотрим ответ нашей системы. Номера кошельков должны быть уникальными, но при этом у одного держателя может быть несколько кошельков, даже в рамках одной платформы. Да, мы видим, что статус у нас pending. Данные об изменении баланса помещены в очередь. Нарушена последовательность обработки. Сейчас предлагаю оформить корректную вторую транзакцию. Указываем другие данные. Так как у нас сейчас доступное количество у эмитента 250 тысяч токенов, скажем, что новый держатель приобретает 50 тысяч токенов. И регистрируем изменения в системе. Обнаружено расхождение балансов. Проверим. Data quantity – это количество передаваемых в транзакции. Да, все верно. Здесь должно быть новое количество 200 тысяч. Регистрируем повторно. Да, также здесь учитывается время транзакции. Последующая транзакция должна быть позже времени последней зарегистрированной транзакции. Поэтому проверяем наши данные. Здесь должно быть другое значение. Еще раз напоминаю, что я сейчас демонстрирую то, что делает оператор при передаче данных в центральный депозитарий, то есть то, что происходит за кулисами.
данные о держателе и о балансах успешно зарегистрированы, у нас в системе уже есть 2 держателя. То есть система отдельно учитывает доступные балансы и обремененные балансы, вот здесь, как вы видите здесь, в рамках кошелька. Между разделами кошелька могут переводиться только доступные токены в рамках одного держателя. Да, внутри одного кошелька только между доступным и обремененным разделами. Но одной регистрации транзакций недостаточно. Для контроля полноты и корректности данных предусмотрена ежедневная сверка между системой оператора, платформой и системой центрального депозитария. Для этого у нас имеется отдельный endpoint, в рамках которого оператор передает нам все транзакции с уникальным идентификатором UID и с порядком этой транзакции в их системах в рамках именно одного токена. То есть также, да, здесь указывается еще и токен ID. В рамках какого выпуска у нас проходит эта сверка. У нас был зарегистрирован токен под идентификатором, под следующим идентификатором. Сейчас, да, сгенерируем JSON, который операторы будут передавать при сверке. Секунду. Так. Сверка у нас идет при указании даты, начиная с 00:00, заканчивая 23:59. У нас за день транзакции у нас была указана дата следующая. И указываются транзакции, которые были на стороне оператора платформы. То есть оператор платформы за определенный день предоставляет нам срез всех транзакций со своим идентификатором, со своим срезом балансов держателей на конец сверяемого дня. И дальше уже проводится сверка с данными в нашей системе. Балансы. И также баланс snapshot. Это блок, где предоставляются данные по кошелькам держателей с количеством цифровых финансовых активов на их кошельках. Так, JSON сформирован, отправляем запрос. Для этого авторизуемся как оператор. Отправляем запрос.
Да, у нас какое-то поле заполнено неправильно. XML у нас генерировался, далее его регистрируем методом put. Получаем соответствующий статус. Сверка по балансам выполнена с ошибками. Отсутствуют у нас вот эти позиции, но так как мы сейчас тестируем, то есть да, у нас сверка проходит по всем выпускам оператора на определенный момент времени, за определенный день по всем выпускам, так как мы ранее регистрировали другие выпуски под этим оператором в нашей тестовой среде, и в нашем JSON не отображены эти выпуски, то он выдает такую ошибку. Но согласно нашему зарегистрированному выпуску мы расхождений не видим с этим идентификатором. Поэтому сверка проводится именно по выпускам на платформе оператора по всем зарегистрированным транзакциям, не только в рамках одного выпуска, в рамках всех выпусков. Да, также для мониторинга оператору-эмитенту доступны журналы. Они позволяют контролировать полный маршрут сообщений от его формирования и подписания до регистрации выпуска, транзакции или результата сверки. То есть у нас есть 3 эндпоинта. Это журнал запросов, журнал платформ и журнал эмиссий. Продемонстрирую, как работает. То есть это информационные журналы для удобства операторов, чтобы они могли отслеживать свои запросы. Отправляется запрос. То есть мы видим, да, оператор обращался у нас с таким, в такую дату, с таким типом запроса, такой статус и так далее. Далее у нас есть журнал платформ. То есть у одного оператора может быть несколько платформ, и он может их отслеживать, их статус в нашей базе данных. Да, у нас вот зарегистрирована пока что одна платформа. И далее у нас журнал эмиссии. Да, мы видим, что у нас есть эмиссия с идентификатором 43, который мы на сегодняшней демонстрации зарегистрировали. Есть и другие эмиссии, которые были зарегистрированы нами в рамках тестирования внутреннего. То есть оператор может получить журнал всех эмиссий, которые имеются в нашей базе, и в случае чего провести свою какую-то сверку. Мы прошли сейчас полный основной цикл со стороны оператора, зарегистрировали выпуск, рассмотрели изменения объема, сжигания, передали операции позиции держателей, выполнили сверку и проконтролировали результаты в журналах. Теперь вернемся к эмитенту и посмотрим итоговый документ, именно реестр держателей цифровых финансовых активов. Для этого регистрируемся, авторизуемся в системе от лица эмитента.
И переходим в раздел ЦФА, личный кабинет ЦФА, где нам доступен раздел «Информационные услуги». И создаем запрос на выгрузку реестра держателей цифровых финансовых активов. В будущем также будет доступна выписка из системы реестров держателей ЦФА. То есть каждый держатель может сможет запросить выписку. Далее здесь указываем BIN эмитента. И выбираем выпуск ЦФА, по которому мы хотим снять реестр. Также выбираем дату, выгрузим реестр на текущий момент. Также при указании даты можно указывать дату в будущем, и реестр исполнится, запрос исполнится после наступления даты. Можно и выбирать дату в прошлом, если хотите запросить реестр на определенный момент времени. Далее отправляем запрос на формирование реестра, подписываем запрос цифровой подписью и ждем формирования итогового документа. Документ исполнен, скачиваем. Пока доступно в скачивании в двух форматах XML и XLS. В скором времени мы реализуем формирование в PDF. Итоговый документ реестра держателей цифровых финансовых активов выглядит следующим образом. Секунду. Да, выглядит следующим образом. То есть реестр держателей цифровых финансовых активов по состоянию на 11:39 23 июля 2026 года. Здесь у нас блок сведений об эмитенте цифровых финансовых активов, сведения об операторе платформы цифровых финансовых активов, сведения о самом цифровом финансовом активе. Здесь у нас вид цифрового актива, идентификатор, объем выпуска, количество размещенных цифровых финансовых активов и соотношение к базовому активу. То есть на количество 400 тысяч мы выпустили 400 тысяч токенов, поэтому соотношение у нас 1 к 1. Сведения о базовом активе – это у нас доли с таким идентификатором. Организацией по хранению базового актива является центральный депозитарий, и количество базового актива 400 тысяч. И непосредственно сведения о держателях, которые мы до этого зарегистрировали. Да, количество размещенных у нас, как мы видим, 200 тысяч. 2 держателя с общим количеством 200 тысяч, и количество объявленных у нас здесь в блоке 400 тысяч, и количество размещенных 200 тысяч. Да, итоговый документ выглядит следующим образом. В целом функционал и проект ведения реестра держателей цифровых финансовых активов я сейчас показал вам от начала до конца, от регистрации до получения итогового документа. Готов ответить на ваши вопросы. Да, я, кажется, не все продемонстрировал. Да, именно процесс детокенизации, как у нас происходит, для того, чтобы детокенизировать, так скажем, произвести обратную конвертацию цифровых финансовых активов в ЦФА, обратно базовый актив, у нас предусмотрены обратные операции, то есть
Ранее мы авторизовались под товариществом, чьи доли собирались токенизировать. То есть для детокенизации необходимо эмитент, именно товарищество должно подать согласие на то, чтобы снять, не скажем, не снять, а отозвать эти доли от выпуска ЦФА. Далее у нас осуществляется обратный перевод с раздела «Базовый актив» на основной. То есть тем самым мы подтверждаем, что, точнее, эмитент подтверждает, что обязательства перед держателями были погашены и можно произвести обратную детокенизацию. После того, как эти операции были зарегистрированы, оператор уже передает фактические данные по сжиганию. Допустим, 100 тысяч долей были переведены обратно, то оператор нам передает данные по сжиганию, по изменению количества именно ЦФА в выпуске. И при отправке этих данных оператор у нас проходит проверка, то есть фактическое количество базового актива, который переводится на раздел основной, должно соответствовать тому, что передает оператор. И только в этом случае у нас операция будет исполнена. Операция по обратному переводу абсолютно такая же, только единственное у нас направление транзакции отличается. Мгм. Да, также по доп. Эмиссии, когда передают данные по доп. Эмиссии, сначала новое количество базовых активов должно быть фактически переведено в личном кабинете, и затем уже оператор отправляет данные по дополнительной эмиссии. Также здесь проходит проверка по новому количеству токенов, по новому количеству базовых активов, все должно соответствовать. И только в этом случае исполняется приказ и принимается сообщение от оператора. Так проходит процесс детокенизации. Теперь, да, я готов ответить на ваши вопросы. В целом весь функционал я продемонстрировал. Коллеги, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я вижу тут представителей из АФР зашли, из Нацбанка, с КАСЕ. И я уверен, что и тут и по части эмитентов есть. Пожалуйста, задавайте вопросы. Добрый день. Да, вопросов на самом деле и много. Мы хотели бы с вами просто отдельную сессию и сделать и все, поскольку мы на данный момент единственные операторы как торговые платформы, так и цифровой платформы. У нас вопросов и много. И не хотелось бы отнимать общее и время, нам и проще, и продуктивнее с вами отдельную встречу и сделать, и проговорить. А так, за презентацию спасибо большое. Да, Тимур, спасибо. Стопроцентно, да, мы проведем отдельно индивидуальную сессию с вами отдельно. Я знаю, что нам с вами много о чем стоит переговорить, договориться. Может Да, быть, у да, представителей потому что у Нацбанка нас или... на самом деле большое упражнение, это как токенизация существующих ценных и бумаг, так и отправка уведомлений на токенизированные ценные и бумаги, которые без цифрового двойника идут. То есть я вот этого, на вашем демо не увидел, поэтому это надо отдельно с вами проговорить и отработать. Сори, если перебил. Да, супер, договорились. Да, еще в дополнение, ну вот как мы уже ранее говорили вам, так как у нас B2B2C,
опять же, там есть еще вопросы по наполнению данных о самом держателе. Но это тоже мы уже вот писали и в нашу с вами группу и так далее. Так что мы, я думаю, отдельно еще обсудим эту тему. Да, хорошо. Приняли к сведению. Коллеги, если больше вопросов нет, тогда предлагаю завершать. Спасибо большое за участие. Если будут дополнительные вопросы, можете писать на электронный адрес. Запись митапа будет выложена в интернет в ближайшем будущем, в ближайшее время. Всем спасибо за участие. Всего доброго.